Выбрать, каким будет твой город или село, всего за один клик. Единственное условие – быть старше 14 лет. О всех тонкостях проекта «Городская среда» и его онлайн-платформе школьникам из Кантышева рассказывают представители ОНФ. В этом году мы будем благоустраивать 34 территории. Все не общественные. Если раньше мы делали акцент и на дворовые территории, то из года в год этот проект меняет свои возможности. В проекте участвуют 9 муниципальных образований региона. Всего в списке на выбор 48 общественных территорий. Рейтинговое голосование по отбору объектов для благоустройства в 2022 году пройдет с 26 апреля по 30 мая на единой всероссийской онлайн-платформе загородсреда.ру. Выбираем свой регион, Республика Ингушетия, регистрируемся через портал госуслуги или через соцсети и выбираем ту территорию, которую вы хотите, чтобы благоустроили. На сайте есть вся информация по поводу голосования, также есть информация о том, сколько проголосовало, сколько муниципальных образований участвует. В числе территорий, которые выставлены для голосования и благоустройства в следующем году, Кантышевская улица Мережкова и Яндырская Мальсагова. Изменения коснутся именно той, которая наберет большее число голосов. Эмильта Мальсагова, как и ее односельчане, надеется, что выиграет их улица. Я не слышала об этом проекте ранее, но сейчас, узнав о нем, я считаю, что такие проекты нужно поддерживать, нужно голосовать. На самом деле это очень делает нас счастливыми. Я считаю, что это правильно, что более молодым давать выбор. И для меня это о многом говорит. Эта улица нуждается в перестройке, так как она подходит к школе номер 2. И нужно, чтобы школьники, а также их родители безопасно и с комфортом добирались до школы. Комфортные и качественные условия в городах и селах – это главная задача нацпроекта «Жилье и городская среда», в который входит проект формирования комфортной городской среды. В парадигме этого времени благоустроено 111 общественных и 53 дворовые территории. Также мы знаем, что дворовые территории последние третий год уже не участвуют в проекте. Сейчас основной акцент у нас ставится на общественные пространства. То есть те пространства, на которых больше бывает людей, те пространства, где они подлежат общественному такому мероприятию. Я призываю жителей нашей республики проголосовать за ту или иную общественную территорию, на которой проживают они. Согласно проекту, к 2024 году доля граждан старше 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, должна составить 30%. Тамара Хшагулькова, Магомед Дидигов, Новости 24.